Давай сюда. Сига мне. Давно уже не было сига. О, есть натяжка вроде бы. Вот тут, наверное, сейчас сига мы и вытащим. Есть натяжечка. И похожая на сиговую. О, видишь, потяжки какие-то. Похоже на сиговую. Дай бог, чтобы крупный сиг это был. Хорошая натяжка. Зацеп. Зацеп. Куда она зацепилась-то? Собака серая. В корягу, что ли, какую-то? Нет, пошла. Пошла. Так, ёршик. Опа. Всем доброго утра. Если мы здесь на льду Печоры, значит и утро, конечно же, доброе. Приехали с Димой опять же на проверку наших вчерашних удочек. И мы наблюдаем бешеный клев. Ни одного кивка, ни одной поклевки. Замерзла. Сегодня ночью было -3. Ну как бы, если бы клевало, то клевало. -3, -4 градуса. На реке, наверное, было все -5, -6. И луночки наши все, конечно же, промерзли. Но леска двигается. Опа, тут у нас без вертушки почему-то вообще. Вертушки же есть. Надо поставить будет на эту удочку вертушку обязательно. Ерши по-любому есть, наверное, 100%, но что-то крупного, говорю, за язя, что-то даже не видать. Вчера дул вечером северяк, очень было прохладненько. Погода поменялась, клевать перестала. И, видать, это сказалось на активности рыбы. Поклевок нет. Конечно же, мы сейчас все это отдолбим, проверим. Большая надежда, конечно, на наши палки. Вот здесь 5 палок. 1, 2, 3, 4, 5. 6 палок даже здесь получается. Здесь 6 палок. И там 5. На те палки особенная надежда. Потому что, скорее всего, там что-то есть. Там на мели, на камушках. А тут... Что, не сильно замерзло? Не. Сантиметра 2. Солнышко сегодня жарит. По прогнозу +10, +12. Так что лед, конечно же, будет таять. И не знаю, по итогам дня мы решим поднять сегодня все. И закончить с этой рыбалкой. Или сегодня выехать, оставить все и завтра еще заехать. Посмотрим, как будет лед, как будет клев, как все будет. Пока. Опа! Здесь что-то есть, Дима. Здесь долбит. Вон, херачит, долбит здесь. Что-то пока сидит, не знаю, надолго ли. Но пока есть. Наверное, ясь такой, ну, полкилошка.
Скорее всего, язь. Опа, здесь тоже что-то есть, смотри. Вон, долбит, долбит, вон. Вторая удочка долбит. Подтяжки такие хорошие. Похожие на налима даже здесь, вон. Что, пролезет? Да. Думаю, пролезет. Там не тяжело, а там у тебя потяжелее уже. Видишь, как долбит он, клет. Пешну не утопи. Тут небольшое. Тут небольшое, да. По весу, вон. Васек, ну-ка, если аккуратно отпусти его. Если он слабо заглотил, он, видишь, с ершом. На нимфу попал. Этого отпускай. А там тяжелое что-то. Этого снег кидай потом. Это аккуратнее, постарайся аккуратнее как-нибудь. Чтобы хотя бы денек пожил. Не-не-не. Ты так вот сразу, да, на излом. Пока на снег кидай. Потом разберемся. Пока поправь так, потом поправим. Вон, того тащи. Там пока долбит еще. Тут тяжеленький. Тут тяжеленький. Ладно, пока Дима долбит, видишь? На середине сегодня поклевки, блин. Я в середину не хотел ставить. Дернул уже, да? Старый ясь. Добренькие, да? Что-то тяжеленькие. Да. Манян. Как так? Ясь ушел. Ясь ушел. Конечно, ты тормозишь, да? Нет, он цепился сразу же. Да ты спокойно тянул, во-первых, смотри, он, если бы наготове был, взял бы за жабры сразу. А тянешь как дилетант, конечно. Пусть живет. Пусть живет. Не сломай хлыстик. Как-то вот так. Упустили язя по своей глупости. Не упустили, а отпустили. Отпустили. Добренький язек был, но... Что-то пошло не так. Ну ничего. Грустное начало, это значит будет веселая рыбалка. А больше поклевок нет. Вся надежда на продольники. Здесь нет. Здесь нет. Так, здесь мы еще не смотрели. Здесь, походу, ёрш. Здесь вроде тоже, жара уже жарит капитально. Здесь нет. И здесь нет. Все. Было две поклевки на вставные удочки. Один маленький хариус отпустили. Ну и один хороший ясь тоже отпустили. Не по своей воле, но, видать, он решил, что там ему будет лучше, чем у нас на льду. Все. Меняем живцов. А нет. Да, меняем живцов. А сейчас скоро начнем проверку вот наших палок. Там тоже у нас продольники на червей. И там, наверное, будет, я так думаю, интереснее. Потому что продольники всегда работают лучше, чем вставные удочки. Не знаю почему, но это так. Да, на вставных удочках видны поклевки сразу. На палках их не видать, более неинтересно, но она более продуктивная. Скоро мы это увидим. Бил я свои 6 палок. Дима занимается удочками, а мы приступаем к проверке наших продольников. По 3-4 крючка, где как. Так, ну что-то натяжечка. Здесь ёрш живой, налима нет. Вот налим маленький, мы вчера его оставляли, обглоданный. Вот, и пошли ерши у нас. Ёрш. Раз. Попробуем аккуратно снять, потом наживим куда-то червь на замену. Этого грызите сами, там еще что-то есть. Еще, наверное, ёршик один. Ёрш 2.
И ёрш 3. 3 ерша. О, этот вообще слабо заглотил, здорово. На живца пойдет. На налима, конечно, надежды очень мало. Весной у нас налим не ловится. Но я заметил, что перед ледоходом, где-то за неделю примерно до ледохода, налим начинает проявлять активность, налим начинает ловиться. Но на реке находиться в это время уже очень опасно. И оно того не стоит. Будем его ловить по открытой воде. Но наживить наживляю. Он может попасть как на червя, так же и на ерша. А вдруг, скажем так. Хуже точно не будет, если я наживлю палки, крупные крючки ершами. Нет-нет, на дурнину может и клюнуть. А этого шпингалета потом заглотил, конечно, но попробуем потом отпустить, если получится. Получится-то получится, выживет или нет, вот в чем вопрос. Вот эти старые обсосанные терии подлежат замене. На них уже хреново клюет. В общем, как-то вот так. Пока здесь... Ну, вот видишь, ержи зацепились, обсосали. И даже хорошая рыба, если и проплывала, уже взять ее никак. Но у нас еще есть продольники, так что надежда есть. Второй продольничек. Так. Тоже есть натяжечка. Но это, скорее всего, тоже ерши. Или... О, тут одного ерша нету. Кто-то украл, что ли. Ерши-то точно есть. Может быть, даже небольшой жиганчик есть. Что-то дергает, интересно. Ох ты, кабан какой! Вот это ёрш! Пипец, 100 грамм весом, наверное, блин. Икрой крупный, вот это красота. Вот это ершище. Так, что там зацепилось? Второй ёрш. Чуть поменьше, но тоже крупнячок. Вот это ерши. И все. 2 ерша. И больше ничего. У нас на проверке 3-й продольник. Тут, наверное, по-любому хорюзишка есть какой-то, наверное. Так. О, ёршик кулома 1. Подлежит замене. Что там дергает. Но это тоже, скорее всего, ёрш. Второй кулома. Тоже подлежит замене. Заглатывают. Потом дохнут. Что-то тут небольшой тоже ёршик. Харюза нету 100%. Вот он ёрш. Мелкий как раз. Живчиковый размер. Сейчас аккуратно его снимем. И его же и потом на крупные крючки насадим. Ну, навряд ли, я говорю. Что попадет на лем, ну, 2-3%, не больше. Ну, чисто теоретически шанс есть. Что может на лим, на ерша сейчас взять? Бывает. Редко, но бывает. Детей нету, нихуя нету, ей 33. Так, ладно. У меня пошла проверка четвертой палки. Да, 4-я. И здесь у нас походу тоже ничего интересного. Одного ерша кто-то сдернул, блин. Да. Ну, кто-то свистнул ершика. И в то же время ерш дергает там. Ну, ерш, это ерш. И червяк целый, так что здесь рыба по-любому не проплывала. Ерш. И еще один ерш. Короче, ершовое царство здесь, блин. И все. 2 ерша и все. 4. 5-я. Наверное, звездатая. Давай сюда. Сига мне. Давно уже не было сига. О, есть натяжка вроде бы. Вот тут, наверное, сейчас сига мы и вытащим. Есть натяжечка. И похожая на сиговую.
О, видишь, потяжки какие-то. Похоже на сиговую. Дай бог, чтобы крупный сиг это был. Хорошая натяжка. Зацеп. Зацеп. Куда она зацепилась-то? Собака серая. В корягу, что ли, какую-то? Нет, пошла. Пошла. Так, ёршик. Опа. Щука. Нифига себе. И не перекусила, прикинь. Нормально. Вот так вот ее надо за жабры брать. А не так, как ты брал. Охренеть. Смотри, какой тонкий поводок, и не успела перекусить. Желтый. Ну, наверное, на ерша или на что-нибудь. Но видишь, крючок-то здесь. Может, и на червя взяла. Повезло. Не, повезло-то повезло, конечно, то, что она не перекусила. Но щука на такую тонкую леску, блин, это чудо. А, смотри, этот бычок под каменчик. Так, отпустите, он просто активный. А он заглотил. Вот это красота. А может быть и хариуса, смотри. А, хариус. Или сижок что-то. Вон, в животе что-то есть. Он не просто так попался. Он, наверное, жигана или хариуса, или сига что-то укусил. Не, ну красава, да? Ху-ху-ху. Я вторая щука у меня на такие продольнички. Один раз попадала уже как-то, блин. Килограмма 1,5 как минимум, да? Полторашечка. Да, хорошая, да? Добренькая. Вот янцкадан. Так, мы тебя сейчас аккуратно отцепим. О, с пиявками, видишь? Пиявки на харис будут пиявки. Мы тебя сейчас аккуратно отцепим. Почему? Потому что, чтобы ты дольше пожила. Чтобы ты дольше пожила. Чтобы ты... Да, в пищеводе. Потому что... Потому что чем дольше живет, тем дольше сохранится. Как она не перегнули? Эта леска хорошая у меня, вот эта черная. О, янцкадан. Янцкадан. Красавица. Вот, леска тут 0,35 вроде бы. Она черная, флюорокарбоновая, вся фигня. Она даже, видишь, есть зазубрина, конечно. Она кусала ее, Дима. Смотри, кусала ее. 54 сантиметра щук. У меня это, весы есть, если что. Можно взвесить. Размер я. Полторашка по-любому есть, наверное. Видишь? А надо выделать. Вот это черные лески 0,35 у меня. Они флюорокарбон, они как проволока получаются. И крепкие, 0,35. Вот так вот. Бывает и на нашей стороне счастье. Вроде бы нет поклевок вообще. А оказывается, и щука здесь есть у нас. Не только ерши и жиганчики. Ждали сижкова. А, кстати, может быть, там в животе даже сижок есть. Запросто. В животе что-то есть. Она на червя навряд ли бы клюнула. Скорее всего, там какая-то маленькая рыбка. Я так думаю. И она на эту рыбку соблазнилась. Видишь, в животе есть что-то. Что-то есть, да. Она же рыбку проглотила и сама зацепилась. Вот так вот. Янцкадан. Не убивай, пусть живет. Куда-нибудь в тень положи, она пусть... Главное, чтобы в дырку не ускакала. В пакет лучше, наверное. Здорово. Ну и крайняя 6-я палочка на этом берегу. На том еще 5. Главное, здесь было у нас 5 палок. Вот эти. 1, 2, 3, 4, 5. И вот эту 6-ю, где попала щука, вечером уже думаю, что, лунка есть, готовая. Дай-ка и туда поставлю. У меня ерши не было, просто на червей насадил. Как чувствовал, что надо ее поставить. Кто-то как бы мне подсказал что-то как-то. В общем, вечером я уже поставил эту 6-ю палку после обеда. И, как видите, не зря. Так, ну а здесь что нам Бог даст? Хариуса. Так, небольшая натяжечка есть. Ну, такая, небольшая. Ёрш кулума. Второй ёрш кулума. Кстати, по натяжке, может быть, даже это сижок. Хариус, он резко дергается, а этот идет плавно. А так обычно идут сиги. Вон, ёршик живой один есть. Второй ёршик живой. Третий живой. О, я же говорю, а нет, язь. Вот тоже сошел. Язек. И 1, 2, 3. 3 ерша и язь. Подъязок. Ну, тот, который ушел, был в 2 раза больше этого. Ну, полоски, да.
Не в 2, конечно. 2. Народ, ты видел? Ну не надо еще этого выпустить. Пусть он на консервный размер пойдет. Все уже. Пляши, детка. Танцуй, Европа. А нет. Танцуй, Россия, и плачь, Европа. А Украине полная жопа. Ну вот и наша пятерочка на мелководье на правом берегу. Тут у нас поставили подсоточки, так что если попадет крупный налим, он даже не пролезет. Будем надеяться, что его нет. А хариус здесь живет. И судя по натяжке, он есть. Так, это у нас ёрш кулома. Так, а вот, ну это не ёрш, это однозначно не ёрш. Это или язь, или хариус. Ну, похоже на язя, конечно. Подтяжки больше на язевые похожи. Вот он ползет, да, это язь. Это язь. Перепутал собака серая все. Что можно и что нельзя. Собака серая. Вот еще один подъяз. Ну, не пусто, и то хорошо. Сейчас распутываем и ставим обратно. Все-таки в надежде на хариуса. Распутали пока продольник, тоси-боси. Закинули второй. Так, здесь у нас что? Тоже небольшая натяжка есть, но это, скорее всего, ёрш. Вот один кулума, но вчера, в принципе, мы их дохлых и цепляли уже. Это ни о чем. Вон второй кулума, скорее всего, да. Так, чтобы просто уже пустые крючки не были. Ну и, походу, третий кулума. Нету. А на червей там что-то болтается. Ершишка вон один. Сколько их тут у меня их? Все. Вон один там болтается, какой-то ершишка. Слышно. Дергает. И все. Вчера, главное, сразу 2 хариуса ударили, да? Угу. А сегодня нет. Вот это ершик хороший, живчиковый. Нету. Сегодня пусто. Всё. Так. Третий пошел. Третий палка. Опачка. Что там есть натяжка? Нет. Небольшая натяжечка есть. Походу небольшой жиган. Что-то дергает. Да, похоже на жигана. Вон, Дима, смотри, жигана тащу. Смотри, Боря, стой, тихо, не матерись, смотри. С камеру. Что-то идет. Или сиг, или жиган. Ну, скорее всего, жиган. Вон, жиган, да. Вон такой жиган. На продольник. Заглотил. Такой съедобный. Заглотил до кишок. Вот такая вот харюзина. Видишь? У тебя такие же, Витя? Да, у тебя такие же? Вон сапог. Ну вон по сапог 42-й. Ага. Ну этот 45-й где-то будет. 45-46, плюс-минус. Как-то вот так. На сегодня первый, да? Сегодня что-то Очень. вчера было веселее. Да. Брала, да? Но я вчера не думал. Все. 4-я палка пошла. Видно? А, нет. Здесь нету нифига. Здесь пустая. А вчера здесь был хариус. Сегодня нет. Темноту вижу, тебя не... Последняя палочка у нас. Палочка-выручалочка или... Так, что-то вроде бы... Что-то вроде бы даже натяжка есть какая-то. Что-то есть однозначно. Наверное, язь. Наверное, язь, да. Потому что не хариус это точно. Или сиг, или язь. Но вроде бы язь. Так, пока идет, не дергается. Так. Видно, да? Все, начал сопротивляться. Вот он. Язь. Вот так вот.
Хороший. Язенький. Ну ты такого же и упустил, чё? Ясь, здорово. Ну нормально. Вот Янцкадан. Хороший такой. Ты такого же, Дима, упустил? Поменьше, наверное. Да, конечно, такой и был. Пусть растет. Ну, хариуза нет, хоть язёк попался. И то неплохо. Сейчас наживляем, меняем червей. И, может быть, добавлю еще пару продольничков. Так, время без 10:04. Ничего интересного у нас за это время не происходило. Съездили до верхнего участка, привезли палки. Сейчас выкину их на берег. Вот эти 16 палок, что там было наверху. В общем, вот такая вот интересная картина. Что-то перевернулось. Просто так бы оно не перевернулось. Удочка с вертушки у нас первая только опрокинулась. Не знаю как и почему. А здесь у нас тоже. Или Димка так проверял. Или что, не знаю. Ладно. Как я вам и обещал, если что-то будет интересное, мы сделаем включение. На улице, на льду, вернее, уже минус. Не, это просто, скорее всего, Димка, когда проверял, опрокинул. Ничего интересного. У нас тут один червяк, и он практически целый. Без нимфы. В общем, друзья, решил оставить эти все удочки, что здесь есть, и приехать еще один раз завтра. Сегодня, вернее, еще ночью ожидается минус 3 градуса. Я так думаю, мы еще успеем пару дней порыбачить. Не будем поднимать ничего, все оставляем здесь. Завтра, возможно, мы увидим здесь поклевку. Съездим домой. Денечек домой отдохнем. Вон, видите, лед уже, солнце спряталось, лед уже замерзает. Это нормально. Верхняя корочка еще держать будет. День-два, я так думаю, у нас еще есть. Порыбачим мы, наверное, еще пару дней. Ладно, все здесь оставляем. Завтра будем наживлять по новой. Потому что днем ни одной поклевки. Созванивались с мужиками, которые тоже рыбачат. С утра, говорит, поклевки еще есть. Но рано-рано утром, до восхода солнца. По темноте в сумерках. Потом все отрубает. И рыба просто ни на что не берет. Но перед ледоходом пару дней она будет брать просто сумасшедшим. Каждый год так, как только вот выход на лед становится очень опасным, тогда и начинает ловиться, как закон подлости. Пока вот такая вот тишина. Вчера подул северяк, подморозило. Пару дней сейчас будет вот такая вот температура прохладная. Днем до плюс 5, ночью до минус 2, 3. Так что палки сверху мы привезли. И еще, наверное, порыбалим. Так, ну а сейчас не вижу смысла дальше здесь. Бессмысленное нахождение на льду тоже интересного мало. Пойдем проверим наши 5 палок. Там, может быть, за день что-нибудь зацепилось. Не 5, а 7. Я 2 еще добавил. 7 палочек сейчас с вами вместе проверим. И выезжаем домой. Улов сегодня, конечно, минимальный, но порадовала щучка. Так что рано еще подводить итоги. Может быть, что-нибудь доклюнет. Пока тишина. Полная. Ни одной поклевки за целый день. Дима вот заскучал уже. Дремлет притихший. Северный город. Вспышки орудий над головой. Что тебе снится, крейсер Аврора? В час, когда кони встают над рекой. Так, что, Дима, проверим, наверное, еще там эти 7 палок? Да. Да, я поставлю вертушечку одну еще туда, чтобы не уплыло.
И валим домой. Так, друзья, без особой надежды начал проверку палок. То, что днем выставил, добавил сюда 7 палок здесь. 2 палки проверил, никто не дергает. Ну, а взял третью, здесь что-то тырк-тырк-тырк я почувствовал. И как я вам и обещал, что все интересные моменты мы запечатлеть хотели. И вот он интересный момент. Вот он, хорюзок. Небольшой. Да, но он, видите, да, заглотил до окраин, до самой жопы. Естественно, мы, наверное, будем его отпускать в родную стихию. Вот сейчас только выключим камеру и сразу же отпустим. С такими жабрами порванными. И еще не забудем поцеловать на прощание и сказать: плыви, мой хороший. Ну, вы поняли, да? В общем, мы его сейчас отпустим. Так, ну что, вот день подходит к концу. Солнышко сегодня еще высоко. Но не вижу дальше смысла здесь находиться, потому что вот как мы приехали, ни одной поклевки на удочке не было. Попало только что у нас? Пару хорюзков на палки и все, на продольники. Рыба не ловится. Созванивались, ни у кого не ловится на реке. Ловится только рано утром. А рано утром у нас не получилось приехать. В общем, решили пока не поднимать. Во-первых, холодает, лед еще есть. Немножко еще порыбачим. Диме завтра на работу. Переночуем дома. Приедем и проверим. И будем играть от улова, от состояния льда и все такого. Я так думаю, пару дней еще мы здесь порыбачим. Здесь у нас вот 6 продольников. Там 7. 2 удочки. И тут вот у нас сколько? Около, наверное, 20 удочек получается. Вставных всяких разных. Да, закидывает, конечно, травой, но ничего страшного. Сегодня закидать, завтра почистим. Что-нибудь, да, думаю, поймаем. Ну и что? Самое приятное. Что мы сегодня в итоге поймали за целый день. Так. Ну, вот это так. И это вот так. Без улова домой мы все равно не уезжаем. Вчера было... Еще там что-то есть. Вчера было немножко, конечно, веселее, но вон такой вот итог. Конечно, порадовала вот наша щучка. Красавица. Как бальзам на душу. 2 подъязка. 1 хороший язь. И что у нас сегодня? Сегодня вообще вот таких вот 3 хорюзка. Не крупных. Ну, что теперь? Значит, им не повезло. И вот Е6 десяток. Вот такой вот у нас улов. В животе тут еще одна белая рыбка. Или хорюзок, или что-то. Но что-то есть в щуке. И одного язя мы выпустили. Ну, нечаянно выпустили, получается, убежал. И 1 хорюзок маленький, слабо заглоченный был, мы тоже отпустили. Все. Вот такой вот улов. Печора сопротивляется, рыба не ловится. Но даже при всем бесклевье продольники работают. Я так думаю, сработают они завтра. Рано утром вот они вот сработают, все, что сработало. Мы просто приедем и соберем урожай. А какой этот урожай будет, мы увидим завтра. Дима уже устал, набурился сегодня. Завтра везет человеку, едет на работу, он, блин, так горит. Так хочу работать. Так хочет работать, он просто говорит: ой, наконец-то завтра понедельник на работу. Ой, говорит, вот тебе не повезло, ты пенсионер, говорит, тебе придется опять на рыбалку ехать, а мне, говорит, завтра на работу. И с таким азартом. Горжусь. Да, отдохнул. Устал, говорит, за выходные, теперь, говорит, наконец-то опять на работу. Конечно, шутка. Никто на работу не хочет, ну что теперь делать? Кому сейчас легко? Мы через это прошли, пройдет и Дима. Скоро не успеет глазом моргнуть, и у него пенсия Еще будет, немножко, да? Еще немножко, еще чуть-чуть. Все, на сегодня все. Всем, друзья, спасибо за внимание, всем пока. Любуемся нашей коми-природой. Скоро на лед реки Печора уже будет не выехать, но пока можно, мы будем здесь. До новых встреч на канале Коми Рыбак.